1348 человек по итогам прошлого года обратились к уполномоченному по правам человека в Ингушетии с вопросами о нарушениях. Эта цифра прозвучала в ходе встречи Юнусбека Евкурова с омбудсменом Джамбулатом Оздоевым. Большинство жалоб связано с реализацией социальных прав граждан. В число наиболее частых запросов попали категории обращений, связанные с улучшением жилищных условий граждан, имеющих право на льготное обеспечение жильем, жалобы на случай занижения размера пенсий, неправомерного назначения пенсионных выплат и нарушения сроков рассмотрения пенсионных дел, а также на отказ от компенсации за присмотр и уход за детьми в детских садах. Кроме того, имели место жалобы на задержку выплаты ежемесячного детского пособия, а также на отказ в выдаче ежемесячных рецептов по обеспечению бесплатного молочного детского питания на малышей, не достигших двухлетнего возраста. Актуальными остаются обращения на нарушение трудовых прав, в частности, в случаях задержки или снижения заработной платы. Больше всего обращений это связано с улучшением жилищных условий. Вот тут назвали программа жилища. Это вот участники вот этой программы, которые ко мне обращаются. Это инвалиды, которые, значит, вправе по закону претендовать на улучшение жилищных условий. Это дети-сироты, это малоимущие семьи, это вынужденные переселенцы. Это вдовы погибших милиционеров, которые состоят на ведомственном учете в системе МВД. Это граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и имеющие право получить жилищную субсидию. Это вот те категории, которые обращаются больше всего, значит, по социальным правам. А на втором месте это вопросы, связанные с занижением размера пенсий, неправомерным приостановлением пенсионных выплат, нарушением сроков рассмотрения пенсионных дел и так далее. Третье место – это жалобы на отказ в выплате компенсации за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях. Это статья 65 Федерального закона об образовании Российской Федерации.